Это как получить кредит, если лицо находится в черном списке? Ну, наверное, нужно будет вопрос начать с того, что черных списков не существует. Мы всегда говорим, что черных списков вообще, ну, как бы это просто такое понятие у людей осталось, но их не существует. Кредитное бюро, мы как кредитное бюро, мы только фиксируем дисциплину, как человек обслуживает кредит. Вот когда вы идете в банк, банк делает запрос в кредитное бюро на вашу кредитную историю. И он смотрит, допускали ли вы просрочки, как вы платили в других фининститутах, имеются ли у вас какие-то еще займы, да, например, если там несколько кредитов, еще что-то. И на основании этой информации они могут или отказать, или одобрить. Вот когда они отказывают, как правило, отказывают из-за того, что была какая-то просрочка по кредиту. И люди это называют черный список, хотя на самом деле это не так. Если вам удалось взять кредит в банке, то вы его взяли, все. После этого банк каждые 2 недели отправляет к нам информацию, что, например, АСЕМ платит, АСЕМ платит, АСЕМ платит, то есть все хорошо, то есть все, и идет фиксация кредитной истории. И она фиксируется как положительная, так и отрицательная, то есть если человек платит, мы это указываем в его истории, если не платит, то точно так же это указывается в его кредитной истории. Поэтому как бы черных списков их не существует, просто люди, которые имеют или у которых были свежие просрочки, им с высокой вероятностью банки кредиты не дают. Вы говорите, вот каждые 2 недели, получается, они отправляют вам какой-то запрос, да? Допустим, у него просрочка пошла на 1 месяц, а потом на следующий месяц он оплатил полностью. Допустим, за 2 месяца отправил Осталось, уже, да? Запись остается. Запись по-любому остается, да? И это уже влияет, да, на минус? То есть очень сильно влияет просрочка больше 60 дней. То есть больше 90 дней может быть 100% отказ, больше 60 дней вероятный отказ там, да. Если просрочка до 15 дней, она, ну, как бы, она техническая, ну, то есть это бывает так, что человек уехал в отпуск, забыл, платеж не принялся, ну, какие-то такие обстоятельства. И банк это считает как техническая просрочка, он еще может это допустить. Вот, от 15 до 30 дней это уже как бы такой, ну, как бы могут выдать кредит, но, например, там еще дополнительно какие-то условия будут смотреть. Там, например, что у вас, обслуживались вы в этом банке или нет, есть у вас счета, там, карточки и так далее. Но если просрочка 90 дней или 180 дней или 120 дней, там, ну, с высокой вероятностью будет отказ. Но ипотека точно отказ. Потребительский еще можно как бы посмотреть. Если у вас просрочка прямо сейчас, вот в моменте, да, например, под какому-то кредиту, и вы идете в другой банк, у вас есть действующая просрочка, то, скорее всего, кредит не дадут. Если вы эту просрочку уже закрыли и прошло какое-то время, в зависимости от суммы кредита, вам могут дать. Если это, допустим, потребительский кредит, то, скорее всего, дадут. Но если это, допустим, ипотека, и вы, там, допустим, погасили кредит с просрочкой полгода назад, могут не дать, потому что, ну, как бы, если вы уже такое вот... Уже история очень плохая. Да. И даже если ты потом погашаешь этот кредит, история о том, что ты вот так платил, она остается все равно. Многие думают, что, все, я погасил, и у меня, значит, все это стерлось. Оно не стирается. Оно же каждые 10 лет, да, или 5 лет, по-моему? Хранение кредитной истории, да, у нас сейчас идет, раньше было 10 лет, мы должны были хранить, сейчас 5 лет. Все понятно. Ну, там даже не хранение, а отображение информации в кредитной истории за последние 5 лет. Вот так Все понятно. Достар, біздің ең бірінші сұрағымыз осы кредитті алуға бола ма, яғни сіз черный спискте болсаңыз деген сұрақ болды. Осы Асем Нұрғалиевнаның айтуы бойынша черный список деген понятие вообще жоқ бізде. Осы сіздер белгілі бір просрочкаға өткен кезде банк 2 апта сайын сіз туралы ақпаратты осы первый кредитный бюроға жіберіп отырады. Яғни сіз төлеп жатырсыз ба, төлеп жатқан жоқсыздар ма деген сияқты толық ақпараттар беріп отырады. Мысалы, сізде бір просрочка кетті, бір айға осы просрочка туралы ақпарат уже первый кредитный бюрода болады. Егер де 1 ай просрочка болып, 2-ші айын қайттан төлеп кетсеңіз, сіздің осы 1 ай төлемей қалған осы просрочкаңыз туралы ақпарат барлығы осы первый кредитный бюроның өзінде қалады. Сонымен қатар, достар, первый кредитный бюроның ішінде сіз туралы история деп айтады ғой, қазіргі кезде кредитный историям қанша сақталады деген сияқты. Сол негізі 10 жыл деп айтатын бұрындары, бірақ қазіргі кезде 5 жылға дейін де бізге Асем Нұрғалиевна осы кезде айтып отыр.